На 7 февраля в Республиканском наркологическом диспансере тестирования прошли уже около 100 кандидатов в депутаты. Будущие народные избранники проходят освидетельствование на предмет употребления 5 видов наркотических средств. Мы смотрим, ранее не попадал ли он в поле зрения наркологического диспансера, не доставлялся ли сотрудниками МВД на освидетельствование, не состоял ли на учете или лечение проходил. Все эти данные, когда мы смотрим, потом отправляем, даем направление, и он идет в лабораторию, где сдают анализ мочи на 5 видов наркотических средств, наиболее распространенных в Абхазии. Мы смотрим, опиаты – это морфин, героин, метадон, марихуану проверяем, амфетамины и метамфетамины. Ирма Ануа также отметила, что разговоры о том, что кандидаты в депутаты уклоняются от тестирования, беспочвенны. Сдают анализ абсолютно каждый. Что бы ни писали, мы готовы ответить за любого, потому что, во-первых, это все фиксируется на видеокамерах, и даже если у кого-то возникнет сомнение, в любой момент могут прийти соответствующие органы и посмотреть, проходил человек тестирование или нет. Это просто огульные такие слова, понимаете, но на самом деле такого нет. Поэтому никто не приходит проверить, потому что знает, что это все на самом деле проверяется, все люди проходят тестирование. В Республиканской специализированной психиатрической больнице 106 кандидатов в депутаты уже получили медицинское заключение об отсутствии у них хронических и затяжных психических расстройств. Здесь процедура проходит в 3 этапа. На первом этапе проверяют, не стоит ли кандидат на учете в психдиспансере. На втором кандидат выполняет тестовые задания, с помощью которых исследуются основные функции психической деятельности – мышление, память, уровень интеллекта. На третьем комиссия врачей-психиатров проверяет кандидата на предмет исключения затяжного и хронического психического расстройства. Первый этап – это выяснение, состоит ли на учете гражданин, который избирается в депутаты Народного собрания, состоит ли он на учете в психиатрическом учреждении. Вторым этапом мы проводим психологическое исследование, экспериментально-психологическое исследование. Оно включает в себя тестирование. С помощью этих тестов мы выясняем работу всех функций психической деятельности. Сюда относятся и мышление, и память, и внимание, личностные особенности, и уровень интеллектуального развития. И уже на третьем этапе, собственно, психиатрическое уже освидетельствование, которое проводится комиссией врачей и психиатров. В ходе этого осмотра мы беседуем, собираем историю жизни гражданина, выясняем наличие или отсутствие каких-то заболеваний, которые могли бы отразиться на психической деятельности. И уже по результатам комиссионного осмотра выдаем медицинское заключение об отсутствии хронического и затяжного психического расстройства. Психолог Феликс Джигерба также тестирует кандидатов в депутаты. Он рассказал, как проходит общение и какие методики используют для выявления психических нарушений. Простенькие рисуночки, из которых нужно исключить одно лишнее и остальное обобщить. Они возрастают, степень сложности возрастает, от задания к заданию. И таким образом мы можем надежно выявлять человека, у которого нарушено мышление. Пока в нашей практике по проведению этой комиссии людей с нарушениями мышления, которые затруднились бы, не встречал. Освидетельствование кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии в Республиканской специализированной психоневрологической больнице началось 21 января и завершится 10 февраля. Шазина Ханагуа, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение.